В гимназии искусств при главе Коми сегодня представили спектакль «Опаленное детство». Это совместный проект учебного заведения и регионального штаба общероссийского движения «Народный фронт». Постановку уже посмотрели практически все школы города. Однако нынешний показ для актеров и режиссера был особенно волнительным. Ведь в зале сидели те, кому и посвящен спектакль «Дети войны». Репортаж Ольги Коняевой. Я пропустила время детства. Оно просто выпало из моей жизни. Я человек без детства. Война глазами детей. Это когда нет ни мамы, ни папы, а вокруг голод и смерть. На сцене минимум декораций, нет главных ролей, на войне все равны. Для выпускницы Алины Егоровой это завершающая работа в гимназии. Она признается, это самая серьезная ее роль. Быть ребенком войны тяжело даже на сцене. Буквально с первых вот эта первая песня «Дети войны» вообще прям бьет сразу же, сидишь и мурашки по коже. А потом, когда задумываешься о том, что такое действительно было, то, что это не фильм, не кино, и вот оказываешься как будто реально оказываешься в этом событии. Идея постановки родилась у режиссера Виктора Напалкова еще 3 года назад. После поездки на Мамаев-Курган он дал ребятам творческое задание – прочитать роман Светланы Алексеевич «Последние свидетели» и предложить свою идею постановки. Произведение, основанное на воспоминаниях детей войны, не оставило равнодушными юных артистов. Я верю, что участники нашего спектакля никогда не сделают подлости, никогда не сделают каких-то опрометчивых решений и поступков, поскольку они знают цену жизни через героев своих персонажей, через те воспоминания, которые написаны именно памятью. Главный зритель сегодняшнего показа – настоящие дети войны. Иван Сурков – бывший узник концлагерей. Он родился в Орловской области. Его отца расстреляли во время войны, а сам он с матерью и 2 братьями попал в концлагерь Белоруссии. Неприятность была в том, что дети всегда оставались в бараке нетопленном. И до этого уже все мои старшие братья умерли, но я был грудным, и это меня спасло. Я в прямом смысле вытянул себе жизнь из материнской груди. Сегодня ветеран говорит, что благодарен гимназистам за реалистично показанные эпизоды тех страшных лет и за финал спектакля, благодаря которому дети войны еще раз ощутили радость, которую испытали тогда, в мае 45-го, в День Победы. Ольга Коняева, Константин Стратиенко, телеканал Юрган, Сыктывкар.